Добрый день, дорогие телезрители, доброго летнего дня, утра, вернее, даже можно сказать, для кого-то утро, для кого-то уже половина дня. Кто рано встает, тому Бог, естественно, подает. Я вот нахожусь сегодня в помещении, которое, не всегда удается попасть, да? Дело в том, что лето – это основной строительный сезон, и куча прямо мужиков, там даже в некоторых случаях женщин, приобретает огромное количество всевозможного инструмента для того, чтобы обустроиться, заняться постройками какими-то, или у себя на частном подворье, или вообще строительством капитальным. И все почему-то рассчитывают, что купленный инструмент, он будет служить вечно. Я знаю, что производители сейчас все, даже уровня даже китайских производителей, производят очень надежный на самом деле инструмент. Но от дурака защиты, как говорится, нет. И, как говорят специалисты всевозможных сервисных центров, с которыми мы сегодня будем общаться, половина, наверное, случаев поломок всевозможной техники, вот типа вот этого, да, типа вот того, происходит по вине, опять же, потребителя. И я рад сегодня представить хороших, нормальных ребят, которые руки себе набили, мозоли вон набили, аж перчатками прикрыли на ниве того, чтобы вот эти ваши последствия вашего некорректного, скажем так, использования инструмента исправить. Мы в сервисном центре, не буду говорить каком, все, наверное, догадаются. И я сегодня хотел бы вот у Михаила же, да? Алексей. У Алексея и у Олега поинтересоваться вообще, какие виды поломок пневмо, бензинового инструмента происходят по вине, возможно, потребителей, по вине, возможно, каких-то сторонних организаций, потому что мы не забываем про ту вещь, которую я говорил, да, и какие вещи это являются заводскими браками, которые на основании гарантийных обязательств, они замечательно исправляются. Ну, давайте, здравствуйте. Да не надо, ладно, снимать, хотя бы давайте так. Правильно, я всегда тоже так делаю, но латекс – это такая вещь страшная. Да, очень. Ребят, давайте, вот я приобрел инструмент, к примеру, рубанок, да, электрический рубанок, которым производится куча операций по обработке древесины. Ну, рубанка у нас сегодня нет, у вас счастливый день. Да, счастливый. Счастливый день, счастливая неделя, электрических рубанков нет. Давайте начнем. Что может полететь в рубанке? Самое первое летит нож. Нож. Да. Ломается от гвозди, саморезы. Самая такая банальная причина. Несут люди, которые сами не могут починить, то есть исправить эту проблему, и несут к нам. И это занимает минуту, 2-3 у нас. И, я так понял, иногда по доброте душевной вы даже бесплатно это делаете, да? Конечно. Замена ножа в рубанке – это на самом деле отдельная тема для такого мастер-класса. Мы еще раз, наверное, придем и просто попробуем заменить. Хорошая тема, кстати. Я забыл про кабель. И кабель, да. Да. Кабель тоже, соответственно, рвется ножом. Где-то в районе вот этого, да, сантиметров 10, потому что на электрическом рубанке сзади есть страховочная такая пяточка. Есть. И, кстати, вот это убеждение, то, что кабель нужно накидывать на шею, оно помогает? Первый раз я этим никогда не пользовался. Да, ну вот когда рубанок берешь, говорят, нет, не знаю, кабель не знаю, нет. ни разу не делал тоже. там, наверное, шансов задохнуться больше, чем спасти кабель. Но еще раз говорю, кабель перерубить — это даже я сталкивался. Перерезать, да. Перерезать. Ага. И я так понимаю, у нас еще процентов 10 случаев повреждения электрического инструмента происходит даже при корректном использовании электроинструмента, но по причинам, которые не зависят от потребителя. Да. Давайте про нестабильный ток. Да, как правило, в городе Якутске нет 220 напряжения чистого. Постоянного, Чтобы да. Так вот. То есть надо всегда, стабилизатор напряжения. Ну, как люди у нас Привыкли? то есть все
все поломки, допустим, якоря, статора, ротора, статора, обмотки является нестабильным напряжением. Ага. А, Вот из-за этого они горят. а доказать вот это то, что не от меня зависело от, по вине, опять же, поставщиков электричества. Ну, в принципе, можно В или нет? принципе, можно, да? В принципе, Просто можно. замерить напряжение в розетке и все. Ага, ну, ребят, на самом деле у ресурсников сидят тоже очень такие хитрые юристы, да, которые скажут, ну, замеряйте в присутствии там, нотариуса и так далее. Куча всяких вот этих процедур, которые, ну, обычный человек плюнет просто вот на это дело и 190-й Bosch. Не будем говорить какой марки, но видно какой марки, да? Пила рабочая лошадка многих строительных площадок, да? Давайте мы самое распространенное. Замена счета. Давайте. Вот сняли кожух. Да, давайте я покажу. Да. Так, во-первых, необходимо сперва узнать, а инструмент вообще работает или не работает, то есть, да, проверить кабель. То есть, мы проверяем, включаем. Вроде все работает, соответственно, кабель исправный. И вот, видите, искрение. Это, скорее всего, у нас либо статор, либо якорь. Но вот тут сразу видно, что поплавлен статор. Ну, можно его снять, конечно, сейчас потихонечку. Давайте будем попробуем снять. Времени у нас, я так понимаю, полно. Просто с той оговоркой, что, в принципе, на свой страх и риск можно это, конечно, сделать Да. в домашнем условии. А Вполне можно. вот щетка вытащена, да? Да, все Вот очень щетка просто вытащена. вытаскивается. В принципе, это единственная операция, наверное, которую самому владельцу рекомендовано Да. делать. А тут, по идее, ничего сложного, как бы, по идее. Ну. Ну, видите, люди бывают разные тоже, как бы. Кто-то делает, Комплект кто-то не щеток делает. обычно бывает в комплекте. К инструменту обычно идет, он в маленьком пакетике лежит. И, в принципе, но до полного износа щеток, я так понимаю, вы говорите, что дело не доходит, да? Нет, почему бывает? Бывает. Конечно, бывает. Держится на 3 болтах, винтах. Так, где у нас тут будет лететь-то? Вот. Еще раз напоминаю, это 190 Bosch, циркулярная пила номер 1 на якутских строительных площадках. Очень хорошо. Все так спокойно снимается. Ага. Вот силовой блок. Это механика отдельная. Так. Вот видите, у нас не выходит. Это у нас получается статор, по-моему, Прикипел. Да, он подплавился и, соответственно, он не выдает, не отдает якорь. Ага. А так он должен свободно выскочить. Да, да. Ваши действия в этом случае дальше. Давайте мы Наши все-таки... действия с таким случаем будут такие. Скорее всего, мы же просверлили, убиваем, да? Нет, он должен выйти. Надо посильнее. А, со статором? Он без болтов, скорее всего. Он вышел. И очень много всякой швали, вот это, если Андрей покажет, да? Да. Мгм. Ну, это жизненные моменты уже. Ну, все равно инструмент надо продувать. Ну да. Обязательно после работы или перед работой. То есть компрессор это Неотъемлемая часть. неотъемлемая Да. часть любых работ. Да. Даже маленькие компрессоры, которые, ну, там, на 15, на 10 литров. Из-за этого тоже. Вот смотрите. Тут даже якорь попали. Необходима замена якоря и статора. Ага. Ага. Ну, как правило, люди будут менять. Потому что В среднем при стоимости пилы, ну, там, в районе 10 тысяч, да, вот эта вот операция около 5000. около 5000. То есть половина, считай, половина от стоимости. На самом деле, еще раз говорю, когда речь идет о продажах инструментов, вот таких, к примеру, да, или там желтой марки, да, там вот вы говорите же, ребята очень хардкорно используют Да. желтые инструменты. Да. Скажем так, уровнем повыше. Уровнем повыше, но умудряются тоже. Но они работают как на износ. Постоянно у них
инструмент единица инструмента, а операторов 3. Они, операторы меняются, а инструменты как не работают. жалеют вообще, грубо говоря. Хорошо. На А, износ работает. да, а домашний инструмент всякий хозяин будет, ну, конечно же, стараться. Так, смотрим следующего нашего испытуемого. Это Шуруповерт, шуруповерт. да, щеточный шуруповерт, а Мгм. вот здесь у нас бесщеточный. Ага. Вот, включаем кнопку, вроде как сигнал есть, ток. Мгм. То слышно, не слышно, интересно, то, что он пищит. Включатель рабочий. Да, выключатель рабочий. Ага. Соответственно, скорее всего, это у нас здесь, как называется-то, заклинило моторчик. Мгм. Смотрим дальше тогда. Вполне, в принципе, тоже ничего такого сложного нету. Пока Алексей разбирает случай с болгаркой. Случай с болгаркой. Ну, то, что ориентация диска, скажем. А, да. Есть такое. Бытует, ну, не то, что бытует такое мнение. Сейчас я принесу Да. болгарочку и вам покажу. Ага. Пока мы поинтересуемся тем, что Алексей у нас проделывает. Продолжается разборка самого обычного банального шуруповерта. Вот у нас внутрянка. Вот электроника с выключателем и непосредственно двигатель. А это у нас планетарка, ну то есть переключатель Ну, там типа мощности. редукция, да? Да, редуктор. Мгм. Проверяем щетки. Тоже банальнейшая операция. Да, в принципе, ничего сложного тут нету, по идее. Щетки вполне живые. Вполне живые. Можно показать крупненько состояние щеток. Положим сюда. Но почему-то он у нас не работал. Вторая тоже. Все, заклинило. Механическое заклинивание. Да. Тут что-то попало снаружи. Мгм. Ну и все, соответственно, необходимо менять двигатель. То есть, Алексей, это получается через вентиляционные вот эти Да, отверстия да, попадает да, всякая шелупонь, да? Конечно. Механические части. Угу. Но это тоже поправимо. Естественно. У Или, нас всё- или под замену. Нет, только под замену. Под замену только. Слишком. Политика такая производителей. Так, и у нас болгарка подошла, замечательная болгарка, так называемая маленькая, на 125. Да. Как правило, когда люди приобретают инструмент ГВС, ну, допустим, бошевскую болгарку, все люди ставят диски вот так. Картинкой наружу. Да. Что я не знаю, как они думают, для красоты, не для красоты, но и их надо ставить так. Чтобы... А для чего это все делается? Вот эта вот шайба металлическая, Мгм. она должна смотреть на нижнюю гайку. Мгм. То есть, когда диск заклинивает, вы можете ключом открутить, Мгм. но когда переворачиваю диск так, Мгм. она заклинивает и Невозможно. контрагает. Ага. То есть, вот эта вот металлическая часть контрагает. И диск И, невозможно вытащить. Да, невозможно вытащить. Берут зубило, Мгм. молоток побольше и начинают выбивать. При этом случае ломается редуктор, ну и все, в принципе. Это человеческий фактор. То есть, когда вы приобретаете болгарку, ставьте всегда на большой и на маленькой болгарке, ставьте диск картинкой вовнутрь. Это тоже самая такая. Ну, у нас люди, наверное, все делают для красоты. Элементарно, но я представляю там покупателей, что ты меня Да. учишь, как диск вставлять, да? Да. Что ты меня лечишь, что я там
там 90 лет на стройке. Ну, бывают такие люди тоже. А, Ну, и не докажет. вроде бы мелочный, Олег, секрет, да, как Но бы эффективный. он эффективный, да. Да. Ага. В И плане эксплуатации он эффективный, то есть быстрота. Быстрота съема. вот я смотрю, что вот, за номером 1967 У нас, конечно, уникальный случай бывает. Очень даже частенько. Приносит, думает, что он этот не крутит. Мгм. Вроде работает, а у нас есть стопор. стопор. Мгм. Все работает. До такой степени бывает. Э, Я склонен верить, потому что, еще раз говорю, те, которые работают на сервисе, те, которые работают на продажах, они сталкиваются вот с такой категорией народа населения, которые, еще раз говорю, Ну, а что предпринять-то, чтобы вот этот уровень квалификации потребителя повысить? ну, скорее всего, мне кажется, лучше, скорее всего, ну, как называется, там, самообучение должно быть. Но все равно вы покупаете инструмент, вы должны что-то знать о нем. Инструкцию хотя бы. Да, хотя бы просто прочесть. инструкцию прочитать. Либо проконсультироваться кого-нибудь. То есть, Кто знает. Средство номер один в нынешних условиях — это набрать в Ютубе модель инструмента. Да, сейчас вообще все И все вот эти распаковка, первое включение, разборка даже, да. А вот эти вот схемы, кстати, вот эти, которые вы используете, они, я так понимаю, это в авторизованных центрах, ну, Да. такое, Да. прерогатива авторизованных центров, схемы разборки, инструмент даже специальный, потому что бывают шестиграннички такие, что очень такие хитрые. ну, то есть у нас все для этого есть. Ну, может человек прийти за этими шестигранничками и сам разобрать инструмент, если он, конечно, не гарантийный. Если гарантийный инструмент, его не вскрывать. Только для Мы квалифицированных. всё равно это увидим. Если его вскроют, мы это увидим. Да, там шлицики, вот эти шестигранничка, они покажут, Да. тот, Следы тыкали ли туда торкс, Да, да, Ну и совершенно. вообще в основном подходящий к этим. пользуются плоскими отвертками. И из-за этого шестиграннички все эти портятся, и это видно. Просто торт не у всех бывает, он как бы А в отвертка основном же эти крестовые. Перочинный ножик есть у всех. да. Так, у нас огромное количество здесь еще всяких лобзиков и так далее. Ну, опять же, первопричина, конечно, это вот в этих. То есть силовой элемент — это двигатель, Двигатель, ага. это редуктор, да? Но вы разбираете еще и гидравлический, пневматический инструмент. То есть, я так понимаю, автомойки высокого давления, Автомойки высокого давления, так, дальше бензопилы, компрессоры. компрессоры, Да. сварочное оборудование. О, То есть много всяких разных интересов. а вам от нервов что-нибудь выдают? Потому что молоко за вредность минимум я бы выдал, потому что каждый день любоваться на вот такое вот на вот такие вот явления, я думаю, что мне бы, допустим, силов не хватило бы. Да? Вот у меня ножик рубанка рубанул почему-то, не рубанка, а рейсмуса рубанул почему-то с твердому, да? И рисочка, вот вкусненькая рисочка, и мне каждый день вот такое вот состояние. Профилактика. Давайте меры профилактики, которые помогут продлить жизнь инструмента. Какие вот бы? Самая первая причина — это надо продувать инструмент всегда после использования, чтобы потом на следующий день работать чистым инструментом. Вот, наверное, самая первая причина. Продувка. И шуруповерты в чемоданчиках должны лежать Кейсиках. отдельно от гвоздиков, саморезиков, потому что моторы магнитный, это все прилипается. Из-за этого заклинивает, может быть, там что-нибудь, булавочка какая-нибудь. То есть Саморезик, гвоздик мой. очень большой. банальная ситуация, да? Либо скобу. Перекрутил, допустим, саморез, головка типукс, отломалась, да? Соответственно, движком она притянулась, Да. попала, Да. размер-то малюсенький, и бац, вот тебе Да, неприятно. и люди любят хранить в кейсах саморезы, гвоздички вместе с шуруповертом. Это ж свято, это ж свято. Ну, свято, есть для этого отдельно. Биты, там, Биты, Не, ну биты согласен. не залетят. биты не залетят, они здоровенные. А там То есть все равно же вентиляционные шахты есть, через которые попадают все эти мелкие металлические саморезики. Хорошо. Я, к примеру, из тех, которые, еще раз говорю, осознают, что компрессор — это чуть ли не основа. Да. Потому что есть
тоже. Замечательный пневматический инструмент, включая там шлифовальные машинки, Да, есть такое. дрели, краскопульты, продувочные пистолеты и так далее. А за самим компрессором как ухаживать? Своевременно, раз в 2 месяца менять масло просто. Всё. Откручивать горловину, Да. сливать старое Сливать масло. Старое масло и заливать новое. Всё. Новое И прослужит долго. Ага. Очень хорошо. И не будет раздражать. А неисправность номер один среди компрессоров это какая? Там много всяких разных факторов может быть. Ну, опять же, напряжение, энергетика. Напряжение. Пневматическая часть может сама вот эти резинки всякие пересохнуть там и так далее. Ну и Своевременно замена масла это Грамм святое, стандарт. как на автомобиле меняют масло, фильтра, то же самое. а там же рекомендация, допустим, вот я купил компрессор, написано, после первого запуска через 10 моточасов замените масло, да? Да. А как их замеряют вот эти моточасы? 10 моточасов как-то надо заменить. Просто на глазу. Да. Ну, примерно, да. Примерно. В любом случае, конечно. Ну вот, скажем так, Но вы исходите от того, что сколько человек работает в день. я один. Ну, вы Ага. в какое количество времени вы тратите, что у вас компрессор работает. Моточасы это. Ну, вы Ага. же не 8 часов будете Ага. работать. Он постоянно не будет включаться. Ну, понятно, что многие вещи вообще владение инструментом в одних руках это тоже условие для того, чтобы ну, вот инструмент сохранялся подольше. Допустим, человек же в интересах владельца того, чтобы инструмент прослужил как можно дольше, как можно больше Естественно. полезного сделал там и так далее. Вот поэтому, а бывает же такое, что вот одолжи там и так далее. Как вы к этому К относитесь? этому никак не относимся. Не, ну Надо одолжить. смотря кому одолжить, Смотря кому, конечно. да. Я так считаю. Ну, я ему одолжил бы там друзьям, родственникам. Ну, потом, соответственно, если еще какие-то поломки будут, будь добр, там, замени хотя бы, либо поменяй что-нибудь, либо новую купи. Ага. Ну, я Ну, как-то так. придерживаюсь другого мнения. Я собственник, я никому. То есть, кроме отца, я бы никому не принадлежу. Ага. Ну, инструмент такая штука, по идее, да. Да, потом. Когда нужно, всегда бывает резко. Ребята, я скажу больше. Электрический, пневматический, любой инструмент силовой, это вещь очень интимная на самом деле. Ну, Это, да. это как гидрокостюм. То есть, влезая в чей-то там пропахший потом и так далее гидрокостюм на курорте, вы не забывайте, что все беды, скажем так, предыдущего владельца вы на себя примеряете так же. Поэтому даже вот эти вот резиновые оплетка ручек, да, и так далее, ну сколько там. Поэтому я очень настоятельно рекомендую пользоваться инструментом, ну, как говорится, следуя правилам одних рук. Да. Ну да. Да, я думаю, что даже сервисмены, ремонтеры согласятся с этим, что Я тоже поддерживаю. когда Поддерживаю вас. у инструмента один владелец, это Это всегда. очень хорошо. Это самое большое средство профилактики. Поэтому хотите одолжить, ну, идите там, куча же всяких Кстати, да, сейчас очень много, да, по идее, таких Ну, прокатов. да, прокатов инструментов. Мгм. Все спокойно, доступно. По-моему, недорого стоит даже. Я не помню. Абсолютно при 400 рублей там в сутки. Да, и да, так далее. да. Нормально. Поэтому, дорогие любители строить на дачах, на частных подворьях и так далее, такие хорошие, красивые, замечательные вещи. Приобретая для себя инструмент, пожалуйста, еще раз озаботьтесь прежде всего профилактикой, то есть Да. прежде всего, Самое да? первое. Б, это Читайте поставкой инструкцию еще. Читать мануал инструкцию, читать. да. Да. Перед приобретением инструмента надо прочесть инструкцию, чтобы потом ее, если инструмент сломается, уже знать, что там может произойти. Вот. Всё. Мурзилка это наше все святое, да? И еще раз озаботиться прежде всего стабилизаторами напряжения. Пусть примитивными, которые там по 300, по 400 рублей стоят, они спасут огромное количество вот, роторов, статоров и так далее. Да. Потому что ну, еще раз говорю, 50%, как ребята говорят, это по вине нестабильного электричества. Ну и я прощаюсь с вами. Завтра я анонсирую очень большое такое нововведение. Будет объявлен некий такой конкурс с очень хорошим призом, поэтому оставайтесь прямо с нами. Смотрите нас в Ютубе, пишите нам в Инстаграм. Увидимся завтра в это же время. До свидания.